Генеральный партнер — компания Диал Авто, лучший дилер «Лада» 2017 года. Партнер проекта — «Вода Журавушка». Сегодня прекрасная погода, сегодня очень спортивный день. И сегодня для наших преданных радиослушателей и телезрителей мы организуем большой спортивный и музыкальный праздник. ГТРК Чувашия продолжает идти по республике с акцией «На волне здоровья». Наша телерадиокомпания решила лично познакомиться со своими зрителями в районах. И именно для этого организовала веселый спортивный праздник вместе с Министерствами здравоохранения и цифрового развития Чувашии. В минувшие выходные соревнования прошли на стадионе имени Олимпиады Ивановой в Цивильске. Как это было, смотрите в нашей сегодняшней программе. За звание самых спортивных медиков в Цивильск приехали побороться сразу 6 команд из Мариинско-Посадского, Красноармейского и Чебоксарского районов, Чебоксар и Новочебоксарска, а также команда врачей из местной центральной районной больницы. Всем позвонили, все согласились, все здесь. Мы пришли поболеть за нашего папу, чтобы он выиграл, что у нас такой спортсмен, каждое утро не зря бегает в наши любимые рощи, чтобы он выиграл, и его Новочебоксарская городская больница стала первой. А вы, видимо, каждый день бегаете, да? Пытаюсь, по крайней мере, когда есть свободные часы, встаем пораньше, либо вечером после рабочего дня и пробежечек. Вы как бегаете? Трусцой или вот как? Марафонский бегом больше, скажем так. Это как? Это быстро или медленно? Нет, это такой спокойный темп. То есть... Наша команда «Медики столицы» самая лучшая, самая креативная и самая спортивная. Мы представляем здесь наших медиков нашей столицы, города Чебоксары. И сегодня мы пришли сюда с намерением победить и стать самыми лучшими и первыми. Наш день всегда начинается с зарядки, и всегда у нас все в порядке. Мы сегодня от сегодняшнего дня ожидаем прекрасного настроения, бодрости духа и здоровья. Мы своим примером показываем, что медики за здоровый образ жизни. И это не однократная акция. Мы выходим на пробежки, мы плаваем в бассейне, подтягиваемся на турниках. Болезнь легче предупредить, и здоровый образ жизни – это главное слагаемое успеха. Очень рада встретиться с вами, потому что именно вы, жители районов, делаете наши репортажи яркими, делаете наши передачи интересными, потому что без вас мы бы, как средство массовой информации, не существовали бы. Честных спортивных побед. Вперед! Перед соревнованиями обязательная разминка. На победу медиков заряжали дети коллектива «Степ бай Степ». Громче не дали! Маршем! Повороте перехвату! Да! Окей! Готов! Поехали! Руки! Мотоцикл! И спортсменки из Федерации фитнес-аэробики Чувашии под руководством Оксаны Вербиной. И хорошее настроение вам гарантировано, друзья! Надумали? Правые руки и влево! Молодцы! Рисуем! Затем под пристальным взором профессиональных судей врачи соревновались в меткости, ловкости и прыгучести. Молодец! Тяжело, скажи-ка, тяжело было? Тяжело было. Ох ты!
вы сейчас вот посмотрели 2 мешочка. Какой-то легче, какой-то тяжелее? Нет, все нормально. Все одинаковые. Да. Все по-честному у нас? По-честному, да. А вы тренер, да? Скажите, я хирург. Вы хирург? Да. А почему вы ее тренируете, как надо прыгать? Я говорю, до сюда надо. Она куда? Она чуть меньше. Какой я тренер? Я оперирую. Оперируете? С утра до вечера. Жители Цивильска к вам на стол, извиняюсь, попадали? Я из Чебоксарского района. Так как у нас был травмоцентр 2-го уровня, к нам приезжали с Козловского. Цивильского, Марпасадского районов. Когда это организовано было, по ДТП. Немцам, когда мы вот это вот организовывали. У нас был уровень 2-й, вот уровень травматологии. И привозили всех абсолютно. Там иногородние. Я помню, в Смоленской области, в Тульской области были ребята. Ну, давайте не будем о плохом, да? Нормально, они выздоровели, все нормально, поют и пляшут, как мы. Слава хирургам! Слава хирургам, товарищи! Ура! Ура! Федор, вы у нас самый прыгучий, 253 сантиметра прыгнули. 59. А почему они записали 53? Надо срочно им сказать. Все ясно. Ну, вот как вам удалось? Не знаю. Тренируетесь? Раньше тренировался. Через больничные пролеты летаете? Летаем, приходится. Как кузнечик? Быстро к пациентам бегать приходится. Работаем в экстренной службе, травматологом, городской клинической больницы номер 1. Когда вызывают, быстро, даже не успеваем одеваться, бежим. Прыгаете сразу в штаны? Ну, прыгать, да, правильно. Прошли команды врачей и самое сложное испытание с принцовками, бинтами и носилками. Алексей Владимирович, как вы будете их судить? Строго? Строго, конечно, обязательно. Все по правилам. По каким критериям? Бинты закрыты, открывают на той стороне. А спринцовка вообще для чего? В простонародье игруша. В жизни. Клизмы ставят, кишечник очищают. Часто пользуетесь? Ну, когда боль в животе, всегда. Первое действие, это когда болит живот, надо сначала клизму поставить, а потом уже действие. Да. Если боли не прошли, значит уже другие действия, значит что-то другое надо искать. Может, просто спортом надо заниматься? Это тоже нужно. А что у вас в чемоданчике, расскажите? Пока ничего. Пока все пусто. А так это чемодан оказания первой помощи, где содержимое этих чемоданчиков у каждой бригады скорой помощи. Когда они приезжают к пациенту на вызов, он у них полный. Вам вот ваши товарищи должны что-то принести, потом вы туда положите? Они нам приносят ведра, одно пустое, другое полной водой и спринцовку. Мы из этих ведер переливаем. По завершении, когда перельем полностью воды с одного ведра в другое, берем чемоданчик и бежим на 3-й этап. Ну, вам всем понятно, да, задание? Да. Сложное? Веселое. Хорошо, будем смотреть, как вы веселитесь. Итак, на старт, внимание, марш! Все, давай, молодец, Паша. Поехали! Кикстеп, шаг в ворот. Раз. Закрываем. Разве так бинтовать надо? Врачи, как бинтовать надо? Вас так учили? В условиях экстренной ситуации. Так, что в условиях экстренной ситуации делаете вы? Как попало? И как попало, как положено. У вас пациент сам заматывает все себе. Нарушение. Вы чего так долго-то? Мы качественно бинтовали, как положено, а не шалтай-болтай. А почему? Надо научиться делать всегда качественно. Ну это же соревнование, надо, чтобы быстрее. Меня не интересует это соревнование. Меня научили, если делать, то качественно. Или вообще ничего не делать. А кто вы по Образ профессии? жизни у меня такой. По профессии вы кто? Я хирург. Хирург. Запомните это лицо, друзья. Хирург, который все делает качественно. Да. Или вообще ничего не делать. Если делать, то как положено. Спасибо вам. Пожалуйста. Медиков мы решили взять к себе в союзники, именно потому что они очень активные, они очень спортивные, они легкие на подъем и всегда готовы по любому зову и просьбе прийти, что называется, на помощь. И поэтому вот эти состязания мы решили протестировать, что называется, на них, и не прогадали. Все это время командный дух соревнующимся помогали поддерживать артисты чувашской эстрады.
Мы содружимся по своим орбитам, и летят мимо нас метеориты. Пульс Земли не стихнет никогда. Кроме того, как пуститься в пляс, зрители могли оценить новинки российского автопрома, поучаствовать в розыгрыше призов от компании «Диалавто Чебоксары». Мы представляем вам автомобиль Lada X-Ray. Автомобиль построен на базе Renault Sandero Stepway. Автомобиль выполнен из оцинкованной стали высокопрочной. Автомобиль проходит полностью контроль качества Renault Nissan. Гарантия на автомобиль 3 года, либо 100 тысяч километров. Все автомобили у нас в автосалоне присутствуют, любой ценовой политики и любой комплектации. А в чем ее преимущество? Преимущество автомобиля – это его клиренс. У автомобиля клиренс 195 сантиметров от нижней точки. Как раз таки для наших дорог. А вот мне, как блондинке, объясните, что такое клиренс? Клиренс – это высота от нижней точки до земли. Самые любознательные тем временем не давали скучать специалистам радио-телевизионного передающего центра, которые знакомили гостей праздника с новыми возможностями цифрового телевидения. В прошлом году наша организация завершила строительство цифрового эфирного телевизионного вещания в Чувашской республике. Это означает, что сейчас на всей территории республики совершенно бесплатно на обычную приемную антенну можно поймать 10 телевизионных федеральных каналов, которые входят в состав первого федерального мультиплекса. Каналы в отличном цифровом качестве. Также входят 3 радиопрограммы «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». С 1 января 2019 года каналов будет уже 20. В конце праздника серебряным и бронзовым призерам соревнований командам Новочебоксарска и Цивильского района специалисты радио-телевизионного передающего центра вручили ТВ-приставки. Золото состязания на волне здоровья взяла сборная медиков столицы Чувашии. В итоге участники праздника получили колоссальный заряд энергии и хорошего настроения. Все веселые игры, вообще интересные, веселые, замечательные, и погода хорошая сегодня, вообще радостные. Конечно, не ожидали, что будет так все позитивно, здорово, весело. Вот этот вот флешмоб в начале очень здорово помог поднять настроение, как-то вот прочувствовать дух командной игры. Ну и у нас, я думаю, все получилось. Филиал Красноармейской больницы. ЦРБ. Как ваши? Справились с заданиями? Справились. Конечно, справились. Я считаю, они вообще молодцы, большие, конечно. То, что пошли на соревнования, участвовали, еще мы займем место еще. А вот вам, как главврачу, они говорили, что зачем нам в субботу куда-то идти, надо там домашними делами заняться? Кто пришел, тот вообще не говорил. Без слов. Это у нас... А те, кто не пришли, сидят и грустят дома, правильно? Ну, они сидят и жиры свои наращивают на диванах, вот и все. А мы будем здоровыми, правильно? А мы будем здоровы. На волне здоровья вместе! В благодарность организаторам акции «На волне здоровья» участники и жители Цивильска выстроили на стадионе большое сердце. Это был своеобразный экватор акции. Впереди еще 3 города – Алатырь, Канаш и, конечно, Чебоксары, где 6 октября состоятся финальные игры медиков Чувашии. Не пропустите!
Все наши телерадиоканалы можно смотреть и слушать в онлайн-режиме на сайте ГТРК Чувашия по адресу chgtrk.ru. Все.